В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске об экономической, социальной и внешней политике, интервью президента, АГТРК и Абаза ТВ. 40 вопросов в повестке дня, 18 из которых кадровые назначения. Репортаж заседания правительства. Проверили готовность к курортному сезону. Члены госкомиссии проинспектировали парк, пляжи и дома отдыха Гагарского района. 29 июня президент Абхазии Рауль Хаджимба дал интервью двум телеканалам республики – Абхазскому государственному телевидению и Абаза ТВ. Глава государства затронул вопросы экономической и социальной политики государства, отношений с Российской Федерацией, коснулся темы признания Абхазии Сирийской Арабской Республикой. Интервью с президентом смотрите в нашей программе сегодня, а сейчас небольшой отрывок из него. حواجلك بزيد نردرو ديال انكار يحبرك يزكي يزشلمحو يحمو كان كوك ايكونوميكا ابرت حزد قلن او صحوش وي انا قوزالك يحويد ابشوي ياوا تاين يبسشن اشارتر در زارك ندرك نابخين رقلن يتشن بالن يرا زقنا دايز جيدر وزروب انكار يشاتس خراتو اوال شاختكو انكار ان يزنيغش يشزنغدو اخا زنزلوي وسحس خص اخا يزبود خمبد وي اي تاكركو املاغون تشكالا خصش املاغون انكار يوقبشوكس ويخا وجرانزا يشحوزيش يخصنا ارخلت شكو املاغون وي انكار خص خمبد ابرت اغانكو أكتن خامي ياتنا قروم تشغال حزنير بي أحزار بيش زنزل الحراء أبري أكتن خامي يجي أبري سويد من شنقز وبس أني شو قزيفش يخي بس حزني وش سبيه بوت مكانه أخا خم بديوم برزال شزوم ورستولا يقوب طلع جاتش بدر رينتسقا توني خان أشرت سخير زماتوس يخا هكرز حركنا دنيا خان يقوم زوانزا أعطريجو إزبان أجلس تكنولوجيا أجلس زنيش حرا خاشتي حبس وميلاتنا هاد زناب وناد جلن بريجوس ويزي سرطوط حناقز أخا ويوسي عليد هابن أنجز كرزهن هاد جل حالا جست وش شالم جسوا عاريرا علود يخي حكي زوريو اشتكانا واحد نحطوق خبشو أخا حفر أن هاي بارين خود أجرت ميلادكو شو خبشي روت ركوا تشكالا ارتقلا زاشي شو عبري وجزاك شوتس تكنولوجيا لا شوتس زنيشة لا حالا قربي شيء أحتارو 40 вопросов в повестке дня, 18 из которых касались кадровых назначений, рассмотрели члены правительства на очередном заседании Кабинета министров. Работа управлений ГАИ и УБЭП Министерства внутренних дел признана удовлетворительной. Подробно о проведенной работе за отчетный период рассказали начальники управлений Батал Агарба и Денис Цвижба. К Баталу Агарба у членов правительства возникло немало вопросов. Спрашивали, например, как решается вопрос безопасности движения, когда по всей республике появятся камеры видеофиксации нарушений ПДД, какие контрольные мероприятия проводятся для выявления недобросовестных сотрудников, в частности, как выполняется предписание президента Абхазии не останавливать без необходимости туристов. Батал Агарба отметил, что в этом направлении ежедневно ведется работа. Увеличилась процентность выявлений по статье 119, это управление транспортной деятельности состояния, в том числе и это наши туристы. Мы эти мероприятия проводим в вечернее время в городах и районах, в городе Супун, в городе Гагра, в Пицунде последнее время мы часто проводим эти мероприятия. И наши туристы тоже являются участниками дорожного движения, правила дорожного движения являются общими и одними для всех. Есть этот момент, о которых мы говорили в самом начале на совещании здесь, в Кабмине, что есть предвзятое отношение к туристам, приезжающим на территорию Республики Абхазия, что по отношению к ним надо особый порядок быть. В этой связи проводится воспитательная работа с личным составом. С одной стороны, если говорить о стороне госавтоинспекции и управления ГАИ. С другой стороны, есть у нас служба собственной безопасности, которая ежедневно проводит оперативные мероприятия по выявлению данных фактов.
После доклада начальника ОБЭП Дениса Цвижба премьер-министр Геннадий Гагулия отметил, что работа управлений ГАИ и ОБЭП имеет важное значение. Поэтому, признав деятельность этих учреждений удовлетворительной, премьер выразил надежду, что через полгода их работа будет более эффективной. Хотим сделать и заслушать отчет через полгода. И надеюсь на Галина Анатольевича, что больше внимания будет именно этим службам. Я не говорю, что другие службы лучше или хуже, но есть многое определяющее ГАИ и АБЭП. И надеюсь на все улучшения. Затем члены правительства приступили к рассмотрению кадровых вопросов и утвердили 18 назначений. Ираклий Тужба и Одиссей Бегвава назначены заместителями министра иностранных дел. Карине Паршина и Амиран Какалия вновь утверждены заместителями министра труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия. Амиран Какалия также утвержден председателем Фонда социального страхования и охраны труда. Рафаэль Ампар сохранил за собой должность заместителя председателя Госкомитета по физической культуре и спорту. Мурман Соломка и Тимур Дзыба также переназначены заместителями председателя Госкомитета по экологии и охране природы. Дмитрий Эник назначен заместителем начальника архивного управления, а Камо Милкумов – заместителем начальника Госуправления лесного хозяйства. Рауль Бейбе назначен заместителем начальника Государственного управления по транспорту, Лейла Качарава – заместителем начальника управления государственной статистики. На заседании Кабинета министров также утвердили директоров главных республиканских медиаагентств. Даура Начкебия – директором Республиканского унитарного учреждения «Абхазское государственное издательство», Ренату Чагава – директором Республиканского государственного учреждения «Абснопресс», Юрия Кураскуа – главным редактором Республиканского госучреждения издательства «Газету Республика Абхазия» и Рулан Дабганба – генеральным директором Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания». Кроме того, постановлением Кабинета министров одобрена программа мероприятий на 2018-2020 годы по реализации соглашения между правительством Абхазии и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Члены правительства также приняли решение о наделении Министерства здравоохранения правами собственника имущества республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация». По распоряжению премьер-министра Геннадия Гагулия создана специальная комиссия во главе с первым вице-премьером Дауром Аршба с целью проверки деятельности туристических комплексов, их готовность к курортному сезону. В составе комиссии представители Министерства по курортам и туризму, МВД, МЧС, Министерства экономики, санитарно-эпидемиологической службы, Госкомитета по экологии и охране природы, а также инспекторы госстандарта. Накануне комиссия выехала с проверкой на абхазо-российскую границу и в города Гагра и Пицунда. О том, как оценили члены комиссии деятельность курортных объектов, в репортаже Али Китрапш. Комиссия начала проверки с государственной границы на КПП ПСУ. Ведь именно от того, как здесь встретят гостей, зависит не только настроение въезжающих, но и имидж всей страны. Ранее при переходе границы туристы сталкивались с таксистами, часть которых проявляли порой хамское поведение по отношению к приезжим. Для решения этой проблемы буквально неделю назад представители Министерства экономики, Госуправления по транспорту и МВД провели рейд. Чтобы упорядочить скопление машин, водителям такси были определены конкретные места на верхней площадке, где они находятся сегодня. Все люди, которые сегодня заходят к нам, приезжают отдыхать, они проходят через автовокзал. И право выбора у них есть: садиться на такси, на маршрутку или автобус. Здесь они, естественно, предлагали только свои услуги, и что больше там, человек новый приезжает сюда, кто знает, что есть автовокзал, есть какие-то услуги. Вот чтобы это все обезопасить, чтобы культуру какую-то повысить перевозок, вот это все было сделано. Сотрудники госавтоинспекции проверили техническое состояние маршрутных такси, а также наличие у водителей разрешительных документов на перевозку пассажиров. У 3 из них не было технического талона. На водителей составили административный материал. Выявлено несколько нарушений незначительных. Сейчас будут составляться административные протокола, а также даны предписания и замечания для устранения гражданам, которые не имеют огнетушителей, аптечек. Транспорт является общественным, и наличие всех этих предметов для них необходимо.
Затем комиссия выехала в Гагру. При осмотре набережной близ Гагарской колоннады они встретили людей, использующих животных с целью заработка. Председатель Госкомитета по экологии и охране животных Савелий Читанава пояснил, что эксплуатировать местную птицу и животных в коммерческих целях запрещено по закону, и хозяину животных необходимо явиться в экологическую службу. Затем все направились в Приморский парк имени принца Альденбургского, где в рамках инвестпрограммы к началу курортного сезона был проведен первый этап ремонтно-восстановительных работ. Второй этап начнется после окончания курортного сезона. На территории парка немало торговых объектов. Все они должны работать в соответствии с законом, подчеркнул первый вице-премьер Даур Аршба. Если они работают по установленным правилам, работайте вместе в пользу и на благо, если парка они, пожалуйста. Если нет, кто-то не согласен с этими правилами, требования будут радикальные, вплоть до разрыва всех отношений, и они должны или работать, как определят им, или не работать. И это не только относится к объектам парковой зоны, все объекты памятники культуры. И когда видишь, что объект находится столько времени в арендных отношениях, взятый в аренду и нет никакого ухода, я уже не говорю о самом объекте за территорией, надо уже вопросы ставить о том, чтобы, если хозяин не способен решать программу, то есть задачу, тогда этого хозяина надо лишать его прав. Председатель Госкомитета по экологии и охране животных Савелий Читанава дал хорошую оценку состоянию парковой зоны. Сегодняшнее состояние радует глаз. Конечно, далеко до совершенства, но и тем не менее чувствуется, что есть уход. А деревья здесь, вообще флора этого парка уникальна. Уникальна тем, что, как и по всей Абхазии, здесь собрано комплекс экзотических растений. А с точки зрения экологии, нам с вами основная задача здесь оказать минимальную нагрузку на этот искусственно созданный ландшафтный мир. Что это значит? Вот эти торговые объекты и все объекты летнего отдыха, досуга и так далее, чтобы минимизировать их действие на растительный мир. Ежедневно сотрудники Гагрской транспортной водной милиции на патрульном катере выходят в море для осуществления охраны общественного порядка. Они ежедневно выезжают в море, выходят в море и проверяют маломерные суда. Вот буквально вы, наверное, обратили внимание, они проверяли скутеристов, то есть на предмет удостоверения прав на право вождения скутером. Они выходят каждый день и патрулируют акваторию Гагрского района. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик посетила несколько объектов общественного питания в городе Гагра. Нарушения со стороны хранения продуктов питания, нарушения со стороны мойки посуды, это такие вот глобальные, скажу так, да, нарушения со стороны самих работников, которые не имеют, например, специализированной одежды, да, спецодежда должна присутствовать у всех сотрудников. Все предложения в виде предписаний будут направлены и в адрес этих руководителей, и в то же время я буду сигнализировать в Гагринскую санэпидемстанцию, чтобы все предложения, которые я сегодня озвучила на этих объектах, были проверены, исполнены они или не исполнены. Комиссия также посетила один из курортных объектов в Гагре – дом отдыха челюскинцев, и осмотрела номерной фонд. Все номера оснащены необходимой техникой и мебелью для комфортного проживания. При осмотре столовой также нарушений выявлено не было. Отмечалось, что здесь созданы все необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил. Впечатления, конечно, очень хорошие. Замечательные, конечно. Я как санитарный врач обязательно нашла какие-то недочеты, скажем, которые легко устранимы. Я думаю, что руководство этой гостиницы примет все меры для того, чтобы их быстро устранить. А так, естественно, условия для отдыха наших туристов самые великолепные. Члены комиссии осмотрели и состояние пляжа дома отдыха челюскинцев. Отметили, что пляж содержится в чистоте, стоят зонты с шезлонгами, есть дежурный спасатель. Отношение замечательное, пляж великолепный, чистый, никого посторонних нет, только работники, которые обслуживают, и отдыхающие. Номера хорошие, кормят великолепно, готовят умнички, все хорошо. Кормят нас на убой, очень вкусно.
Обслуживание очень вежливое, всегда внимательный. Затем комиссия выехала в Пицунду, где посетила центральный рынок, состояние которого в сравнении с подобными объектами по республике относительно неплохое, но и здесь не обошлось без нарушений. Молочная продукция у многих продавцов хранится не в холодильных камерах, а прямо на прилавках. Члены инспекционной комиссии купили виноводочные изделия и мед, чтобы проверить в лаборатории качество продукции. При въезде на набережную немало кафешек, у которых отсутствуют очистные сооружения, и фактически все отходы идут прямиком в море. Даур Аршба поручил администрации города проследить за тем, чтобы в кратчайшие сроки хозяева объектов поставили септики. Еще одна проблема здесь – это отсутствие ограждения заповедной зоны. Очень часто люди заходят на территорию заповедника и загрязняют ее. Те кафешки, которые вдоль границы заповедника находятся, люди иногда хотят просто расширяться. Не от того, что там они незаконно это пытаются сделать или что. Из-за отсутствия четкой границы у нас потом происходят эти моменты, что кто-то решил расшириться. Четкой границы или забора? Забора, да. Ну, граница установлена, я думаю, забор. И человек просто по незнанию выдвигается на территорию заповедника. Инспекционная комиссия посетила объединение пансионатов «Курорт Пицунда». Всего в туристическом комплексе функционирует 7 пансионатов. В 4 из них произведен капитальный ремонт. Комиссия осмотрела несколько номеров с удобствами и без. Для всех типов номеров здесь приобретена новая мебель, матрасы и постельные принадлежности. Специалисты МЧС проверили правила соблюдения пожарной безопасности. Средства пожаротушения, они рассредоточены, то есть в разных концах находятся вот эти вот пожарные внутренние краны, вот оборудованы рукавами и стволами, и вот огнетушитель. Учитывая длину коридора, этого достаточно. На территории туристического комплекса функционируют 3 столовые. Каждая из них за один прием может обслужить до 800 человек. Для кухонь приобретены новые печи, котлы и холодильники. При курорте создана бактериологическая лаборатория. И раз в неделю ее работники во всех столовых и кафе, располагающихся на территории курорта, берут смывы с посуд, чтобы оценить их санитарно-гигиеническое состояние. На туристическом комплексе есть система видеонаблюдения, и за каждым объектом закреплены люди, отвечающие за безопасность отдыхающих. На набережной ежедневно дежурят спасатели. В целом комиссия дала положительную оценку работе пансионатов, да и сами постояльцы отмечают хорошее обслуживание. Прекрасное обслуживание. Все очень нравится, в столовой очень хорошо кормят, и пляжи чистые, и все так обустроили. Вот мне очень нравится, спасибо. Прекрасный курорт. Мы не хотим никуда отсюда. И дети наши сюда будут приезжать. И нам здесь очень-очень нравится. Первый вице-премьер Даур Аршба отметил, что в общем работа курортных объектов организована неплохо, хотя есть и недочеты. Цель этих проверок, по большому счету, сформировать положительный имидж о нашей стране, создать условия, улучшить условия для отдыхающих, чтобы привлечь их, чтобы у них было желание приезжать сюда еще раз. Конечно, там есть объекты, которые готовы, есть, которые не готовы. Я хочу сказать, что вот ситуация в целом положительная. Люди старались, нельзя не отметить. Это уже каждому объекту потом более подробно будет дана оценка, будет проведен анализ. Комиссия продолжит инспекционные проверки и на следующей неделе в Новом Афоне, Гудауте и Рицинском заповеднике. Аля Катрапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны Республики Абхазия прошло расширенное собрание офицерского состава. Мероприятие посетил посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин. На собрании были подведены итоги за июнь 2018 года и определены задачи на июль. Репортаж Саида Джерсалия. В совещании, проходившем под председательством министра обороны генерала армии Мираба Кишмария, приняли участие начальники управлений отделов и служб оборонного ведомства страны, командиры воинских частей и отдельных подразделений, а также представители военных комиссариатов республики. Приветствуя офицерский состав, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин поблагодарил военнослужащих оборонного ведомства за добросовестную службу своей родине и пожелал им стойкости в нелегкой профессии. Я рад приветствовать вас в здании Министерства обороны Республики Абхазия.
Я здесь первый раз. Очень признателен руководству Министерства обороны за это приглашение. Для меня, как нового посла Российской Федерации в Республике Абхазия, это большая честь сказать вам несколько приветственных слов, как людям в подавляющем большинстве своем, отстоявшим ценой собственных жизней и ценой вашего мастерства профессионального, независимость и свободу страны души Республики Абхазия. Вот я хочу поблагодарить вас, как новый посол Российской Федерации, и пожелать дальнейших успехов на этом сложном, но крайне почетном и важнейшем участке вашей профессиональной деятельности. Далее были заслушаны доклады о проделанной за июнь работе. Начальники управления Министерства обороны, командиры воинских частей и отдельных подразделений доложили о выполнении запланированных мероприятий по боевой подготовке в уверенных им подразделениях. Основные усилия в июне месяце 2018 года командованием и офицерским составом части были нацелены на выполнение программы боевой подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия. Летний период обучения начался 4 июня 2018 года с проведения торжественного митинга, где личный состав был поздравлен с началом летнего периода обучения, были доведены цели и задачи на летний период обучения и основные мероприятия, которые необходимо выполнить для подготовки к параду 25-летия. Исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Атгурк Вициния обозначил основные задачи оборонного ведомства за июль текущего года. 6, 13, 20, 27 июля на площади Свободы будут проходить тренировки пеших колонн парадных расчетов Министерства обороны Республики Абхазия и всех силовых структур. 2 июля 25-я годовщина высадки морского десанта в селе Тамыш. Прибыть в село Тамыш заместителя министра обороны, начальником управления отделов и служб Министерства обороны и Генерального штаба с подчиненными, военнослужащими и гражданским персоналом. Как отметил министр обороны Мираб Кишмария, в данный период основной задачей является подготовка к торжественному военному параду, посвященному 25-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. Министр также дал указание провести проверку и учет воинской техники, которая будет задействована в параде. Саид Жарсали, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Под патронажем МЧС Абхазии в Сухуми прошла презентация тестового оборудования научно-технического центра «Протей». Данная российская компания занимается производством программно-аппаратных комплексов для решения государственных задач, связанных с обеспечением безопасности и жизнедеятельности населения. На демонстрацию продукции были приглашены вице-премьер правительства Астамур Кецба, министры внутренних дел Гари Аршба, здравоохранения Тамас Сахнаки, образования Атгур Какоба, глава Госкомитета по управлению имуществом и приватизации Вахтанг Пипи. Репортаж Нисфы Аршба. Обеспечение безопасности населения по всем направлениям жизнедеятельности, конечно же, является приоритетной задачей любого государства. Наша страна не исключение. Если в других местах земного шара уже давно созданы и действуют самые передовые программы и технологии, помогающие обеспечивать эту самую безопасность, то Абхазия делает в этом направлении только первые шаги. Речь идет о некоем подобии Центра спасения 911. То есть принцип предлагаемой работы именно таков. Мы можем, имея свою вот эту уникальную интеграционную шину, сохраняя все инвестиции, вложенные к сегодняшнему дню в безопасность, я имею в виду где-то вот установленные домофоны, фото-видеофиксации и так далее, то есть это ничего менять не надо. Это нужно объединить и организовать межведомственное взаимодействие для оперативного реагирования на какие-либо ситуации. Мы с вами знаем, что туристический сезон в Абхазии в полном разгаре. И большое количество туристов именно из Российской Федерации приезжают именно в вашу замечательную страну. Вот, поэтому, конечно же, как никто, российская компания заинтересована именно в том, чтобы российские туристы, в том числе и на одном ряду с жителями Абхазии, они также имели возможность обращаться в случае возникновения каких-то ситуаций, ну, потому что самому единому номеру 112. И получать какую-то компетентную обратную связь.
Необходимо выбрать один уникальный номер, на который будут звонить люди в случае возникновения любой непредвиденной ситуации. Диспетчер задаст специальные вопросы, уточнит детали, и программа сама отправит информацию в нужные службы. Преимуществ масса. От создания глобальной системы до встроенной подсистемы для анализа ситуации и контроля реагирования. Также эта программа поможет создать полноценный аналитический инструмент для ответственных лиц и руководителей различного уровня. Вся информация, которая поступает, она должна быть, помимо того, что отработана, на ней должны быть назначены ответственные лица. И ответственные лица, когда он понимает, что в электронном виде уже заведено обращение, уже, естественно, ответственное лицо понимает, что назад дороги нет, надо уже выполнять, как мы с вами понимаем, и это ускоряет процесс значительно. Вот. И также мы говорим о том, что эта платформа осуществляет межведомственное взаимодействие, опять же. Линия Минздрава здесь тоже представлена. Программа предполагает создание некой электронной карты, паспорта, в которой будут указаны все данные звонящего человека, вплоть до краткой истории его болезни. Для чего это нужно? В первую очередь, чтобы снизить время реагирования на происшествия и минимизировать негативные последствия. Как оказалось, Министерство здравоохранения очень даже заинтересовано в такой программе и готово обсуждать детали ее внедрения. Для нас это очень перспективно, поскольку мы обсуждаем сейчас совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям создание единой службы спасения. Это обеспечение условий санавиации для перевозки тяжело больных по всей территории республики и за ее пределы в Российскую Федерацию. И ряд других организационных вопросов, в том числе создание единой службы централизованной скорой неотложной помощи, которую мы обозначили как приоритетный проект и хотим завершить его в этом году и представить соответствующим образом в бюджете 2019 года. Научно-технический центр «Протей» занимается разработкой и производством целого спектра программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций. На этом рынке они представляют свою продукцию с использованием самых передовых и перспективных технологий уже 15 лет. Особенностью систем является программное обеспечение собственной разработки. К нам в страну они попали не случайно. Еще в 2011 году «Протей» был рекомендован Министерству по чрезвычайным ситуациям как лучшая компания в своей отрасли. Тогда достичь каких-либо результатов не удалось. Спустя 7 лет решили попробовать снова. Безусловно, они идут навстречу. Здесь у них не стоит задача именно зарабатывания денег, хотя это не гуманитарная акция, это коммерческая организация, но они с пониманием относятся. И мы понимаем, что все это упирается в финансы, мы понимаем экономики страны. Но есть вещи, которые очень необходимы. Это было начинать еще вчера, но сегодня, если есть такая возможность, я думаю, что мы обязательно воспользуемся, и руководство страны нас поддержит, я в этом не сомневаюсь. На этот раз представители компании «Протей» готовы не только рассказать, но и показать, как именно работает система. Пилотный проект продемонстрирует все возможности программы «Безопасный город». Презентация – это, по сути, рассказ о слайдах, о каких-то картинках, которые все смотрят, но никто не знает, есть ли они вообще на самом деле или нет. Вот. Все любят, как в одной замечательной поговорке, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот здесь то же самое. Мы действительно привезли с собой демонстрационный стенд, на котором мы показываем, что это мы не только на слайдах умеем показывать, но мы это и действительно имеем в своем ассортименте, в своих предложениях, и вы это уже можете пощупать своими руками. Во время презентации гостям были продемонстрированы система приема экстренных вызовов, комплексная система экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, система «Безопасный город», которая помогает обеспечить фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения, лесных пожаров или обстановку в населенных пунктах. Нисфарш Бабислан Шхинджерия, Абхазское телевидение.
Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера. А 28 июня по традиции в Сухуми состоялся республиканский бал. Администрация столицы организовала для выпускников настоящий праздник, на котором побывали и наши корреспонденты. Репортаж Налы Ковы. Позади веселые, незабываемые школьные годы. Пора детства. Впереди дорога во взрослую жизнь. В этом году выпускниками 156 школ республики стали 1889 человек. Из них 2 окончили школу с серебряной медалью. На отлично 58 выпускников. Вечерние платья самых разных цветов и фасонов разбавляли окружающую зелень и голубизну моря. Гамма нарядов, а также улыбки радости, грусть, ожидания, уверенный взгляд в будущее – все это неотъемлемая часть юности, полной светлых ожиданий. Выпускники начали праздничный бал с возложения цветов в парке боевой славы. Сегодня вот последний день, когда мы вместе. Мы надеемся, что прекрасно проведем сегодняшний вечер. Я хочу, конечно же, сказать огромное спасибо нашим всем учителям, дирекции всей школы за все 11 лет, за все наши знания. И они очень нам помогут в будущем. Я собираюсь поступить на юрфак в России. Собираюсь уехать, но надеюсь, когда закончу учебу, вернусь, конечно же, в Абхазию, любимую. Далее праздник продолжился на набережной Махаджиров. Там была установлена специальная фотозона, где можно было сфотографироваться со своей семьей и друзьями в этот важный для всех день. Затем выпускников ждал праздничный концерт и поздравления от Министерства образования и администрации города. Дорогие выпускники, поздравляю вас с большим и радостным событием в вашей жизни с окончанием школы. Это особенный день. Вы прощаетесь со школой, с замечательной, незабываемой школьной жизнью, расстаетесь со своими учителями, которые открыли для вас мир знаний, научили труду и усердию, старались воспитать вас честными, порядочными людьми. Поздравительное напутствие от Рауля Хаджимба зачитал заместитель главы администрации президента Гиви Габния. Вы вступаете в новую, неизведанную полосу жизни. Конечно же, школьные годы – это незабываемый период вашего формирования, обретения знаний, широты кругозора, долгого и неустанного поиска жизненного пути. И если вы достигли определенного уровня, поверили в свои дальнейшие творческие возможности, то это результат в первую очередь ваших стараний, усердия, целеустремленности. Уверен, что все ваши добрые намерения и замыслы увенчаются успехом. Окончание школы – начало нового жизненного этапа, полного светлых ожиданий и надежд. А выпускной бал – это, конечно же, событие, которого с нетерпением ждет каждая школьница. Ведь именно в этот день в нарядном платье можно почувствовать себя настоящей принцессой. Кругом улыбающиеся счастливые лица, но самое главное украшение здесь – юность, полная надежд. Немного грустно расставаться со школьными друзьями, признаются выпускники, но впереди много нового и интересного. Все слишком неожиданно произошло, честно говоря. Как-то казалось, что очень хочется этого, но потом впритык уже понимаешь, что слезы на глазах наворачиваются. На самом деле 11 лет, и с друзьями расставаться очень тяжело. Мы все с трудом это сделали, но приходится переступать какой-то порог жизненный и переходить к новому. Не хочу покидать свою родину, и поэтому хотелось бы продолжить здесь учиться и помогать своей стране. Я рад, что закончил школу, но с одной стороны тоже это грустно, так как я буду скучать по своим одноклассникам, учителям. Но это шаг вперед мне дала школа, и я рад. Спасибо маме большое за то, что она поддерживала меня и всегда рядом стояла со мной. Теперь у этих молодых людей не только долгожданные аттестаты и грамоты, но и собственное будущее. И только от них зависит, сбудутся ли во взрослой жизни их детские мечты. На Алакове, Беслан Чинжерия, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром дождь, возможно гроза, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 26-31 градус. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.